Закон об ограничении продажи алкоголя, который вступил в силу 1 января этого года, стал лазейкой для так называемых бутлегеров. Общественная организация под названием «Комитет народного контроля республики» совместно с полицией регулярно проводит рейды по задержанию лиц, занимающихся незаконной торговлей. Заработок у них где-то порядка 5 минимум тысяч за одну ночь. Ну, поэтому, скажем так, все они имеют высшее образование, все на хороших машинах, там у них в основном практически джипы, да, скоростные машины. Я так понял, что работа их не такая, недостаточно, скажем так, трудоемкая, да, поэтому легкий заработок. То есть они поэтому, имея высшее образование, они не ищут какую-то иную работу, да, потому что поездишь 3-4 часа за ночь, да, они зарабатывают 5000. Мы даже задерживали такие, скажем так, семейные пары, где супруга, да, беременная, с животом, сама еще оказалась юристом, помогает своему мужу. Мы им вопрос задаем, вы вообще понимаете, чем занимаетесь? Вы даже, скажем так, такая ваша работа, она сродни, скажем так, проституции, что ли? На днях силами народного контроля был пойман один из членов алкогольного картеля, собирающего заказы на единый номер телефона. Вскоре через тот же номер было задержано еще несколько человек. Бывают случаи повторного задержания, поскольку бутлегеры не боятся штрафов и конфискации алкогольной продукции. Уровень доходов позволяет терпеть такие издержки. Журналисты Якутия-Инфо в ходе одного из рейдов взяли интервью у 2 начинающих бутлегеров. Примерно сколько выходит? 2, максимум 2,5. Техника какая? Ну, номер заказ делают. Вы покупаете днем, да? Да. Дискуссии вы рекламируетесь? ВКонтакте. ВКонтакте, да? Как называется ваша группа? Страница доставка пива называется. Сейчас Комитет народного контроля заключил соглашение с фондом «Здоровая республика», руководителями которой являются депутаты городской думы. Идеи комитета и возможности фонда позволят получить большой результат.